Вы смотрите программу «Выше всех». Все наши герои крутые, молодые и вдохновляющие творить и развиваться. «Выше всех» – это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомят с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Элина, привет. Привет. Как дела? Хорошо, как твои дела? Тоже хорошо. Как у тебя настроение? Замечательно. Как так получилось, что твой любимый предмет – это геометрия, а занимаешься ты танцами? Ну, мне просто очень нравится точная наука, так как это все очень сложно, и мне нравится, когда, в мозгу все кипит, и вот просто тебе просто нужно думать и думать над тем, как это все сделать правильно. Мне нравится решать эти задачи, потому что они просто, такие сложные, и как-то мозги лучше работают, и ты потом еще больше запоминаешь, и у тебя все укладывается, это хорошо. Вот, поэтому я люблю геометрию. У нас еще, к сожалению, пока геометрии нету, она у нас в 7 классе появится, поэтому ничего сказать не могу. Наверное, говорят, что сложно очень, да? Да, это очень сложно. Можно пригласить гостей? Можно пригласить гостей. Значительно больше, так же? Да, значительно больше, чем за обычный стол. Но почему не, например, искусство, рисование, музыка? Потому что музыка, мне не нравится тем, что там как-то все слишком быстро диктуется у нас, и то, что там песни как-то, песни нужно учить, а я не люблю слишком много учить. Не люблю учить такие, стишки не люблю учить, мне нравится больше учить формулы. Я люблю рисовать в своих скетчбуках, а также люблю гулять с друзьями и играть со своей кошкой. Ее зовут Лёля, и ей уже годик. Мы ее взяли на сайте Авито, и там она была первым по объявлению, поэтому она к нам попала. Как так получилось, что ты начала вести скетчбуки? Просто я все время смотрела разные видео на YouTube, и тут я наткнулась на такие скетчбуки. В итоге я купила 3 таких скетчбука. Один я вела все же безобразно, как нужно было его вести. Другой я старалась идти более-менее аккуратно, а третий это был компактный маленький, то есть уже другая версия. Когда я смотрю скетчбук, у меня там какое-то другое мировоззрение. У меня есть скетчбуки, я их коллекционирую. Очень сильно люблю скетчбуки, потому что в них можно записывать все, которые личные дневники, но при этом еще раскраски. Пыталась закрашивать красиво, но у меня не получается. Но мне это нравится, и мне это доставляет удовольствие. Дальше у меня есть такой скетчбук, в котором я снова записываю фильмы. То есть там есть фильмы, отделы для книг, что я хочу купить, какие страны хочу посетить. У меня есть 3 книги «Уничтожь меня». Эти книжки называются «Уничтожь меня», потому что их нужно изрисовать, и их нужно немножко подпортить, чтобы они были еще красивее, и чтобы они выглядели еще по-творчески. А как тебя занесло вообще на танцы? К нам пришла в школу Зарема Ринатовна и сказала: девочки, кто хочет заниматься танцами? Я такая, я хочу заниматься танцами. Подошла к ней, записалась. На следующий день я пришла к ней на танцы, но мне понравилось. Походила сперва неделю, месяц, потом год, а потом завязалась так, что на 5 лет. Мне вроде было либо 8 лет, либо 9. В каком стиле ты танцуешь? Я в основном танцую в стиле хип-хоп и брейк, но были такие случаи, когда я танцевала еще в стиле классик и контемп. Я пробовала себя в разных стилях, остановилась на хип-хопе, но начинала я все равно с контемп, как-то так. Мы сейчас готовимся к отчетнику, и некоторые движения мы сами добавляем. И выходит так-то, что у нас все само по себе делается. Мы можем добавить сами себе и музыку, и движения. Мы, получается, сами доделываем.
И нам это очень сильно нравится. Все хорошо. Я знаю, что ты еще проводишь мастер-классы у маленьких детей, да? Как ты считаешь, лучше учить или учиться? Я считаю то, и то хорошо, но если ты все же лучше, хорошо танцуешь, то ты можешь этот навык давать еще и детям. Но все же свой навык нужно, мне кажется, практиковать, и его нужно как-то развивать больше. В своей анкете ты написала, что ты хочешь стать хореографом. Но почему именно хореографом? Почему ты не хочешь просто прославиться, как именно тот, кто танцует? Потому что мне нравится дарить свое мастерство другим, потому что это приятно. Я люблю смотреть на улыбки детей, когда они выходят на сцену, вот эту всю энергию уплескивают, прям вот в сцену, и эти их улыбки, и вот все очень красиво. Это просто мне очень приятно заниматься с детьми, вот так вот. Руки ставятся так, вот так, и смотри, получается, ты встаешь на руки вот так, то есть раз, и пам, то есть вот так вот. Как ты ищешь подход к каждому ученику? Поначалу я как-то стараюсь с ними сдружиться, то есть не просто типа встань в ряд и танцуй так, как я сказала, а именно «Привет, меня зовут Элина, и давай начнем общаться». То есть я сперва с ним общаюсь, я уже узнаю о его интересах и начинаю с ним как-то уже общаться индивидуально. То есть, смотрите, сказать, например, всему залу быстро сели на шпагат, и там, мне кажется, не каждый сядет все-таки на шпагат. А как так получилось, что ты начала давать мастер-классы? Это было где-то в классе 5. Я сказала Зареме Ринатовне: Зарема Ринатовна, можно мне, пожалуйста, попробовать позаниматься с детьми? Я же все же хочу стать хореографом. Она сказала: да, конечно, Элина. И я пришла где-то в среду на танцы к 3 часам с детьми заниматься. Я сперва познакомилась со всеми ними. Я сказала: ребята, меня зовут Элина, я хочу вам преподавать. Возможно, я сперва просто проведу вам разминку, а дальше, посмотрим. Они сказали: хорошо, я им провела сперва разминку. Они попросили, чтобы я им провела легкий мастер-класс по брейк-дансу. И я им провела, естественно. Им всем понравилось, и я продолжила с ними заниматься. А сколько ты времени уделяешь на тренировки? В неделю, может быть, или в день даже? В день я уделяю времени на тренировки часа 3. 3 часа, получается, каждый день, да? Не каждый день, потому что все же у меня есть личная жизнь. Получается, 3 раза в неделю. 9 часов в неделю, получается так. Твое увлечение танцами как-нибудь отражается на школе? Да, отражается. У меня бывает такое, что когда я езжу по городам, то есть на соревнования, я, возможно, пропускаю очень важную тему. И в этот день у меня нету в школе, и у меня выходит так, что у меня за семестр выходили даже 3, и 2 были. Не за семестр, а просто ставили мне 2. Как родители относятся к твоему увлечению? Моя мама относится к этому просто замечательно, да и все мои родственники тоже к этому хорошо относятся. Мой папа, он меня хвалит часто за победы, он говорит, что Элина, ты молодец, ты очень хорошо стараешься, продолжай дальше. А кем ты себя видишь в будущем? Я себя вижу в будущем учителем по танцам. Я вижу то, как я занимаюсь с детьми, я вижу свое будущее так, как не видят, наверное, другие, потому что мне интересно увлекаться всем. Просто если я что-то начну, то мне хочется это довести до конца. И мне кажется, если я буду начинать учиться на еще какую-то профессию другую, то мне кажется, что я, возможно, буду бухгалтером. Бухгалтер? А почему бухгалтер? Бухгалтер, потому что в этом тоже есть часть когда математики, мне кажется. Мне нравится заниматься математикой и алгеброй, и геометрией, в принципе, тоже. Когда мы будем ездить с моим коллективом по странам, все же нужно будет считать уходы, доходы, сколько нужно положить денег, в принципе, каждому ученику. Мне кажется, что мне в будущем это пригодится. На столе очень много дипломов. Расскажи про свою самую ценную награду. Моя самая ценная награда — это вот это вроде бы.
Вот эта грамота, я ее люблю больше всего, потому что, ну, я ее получила в школе, и первое место, я, боже, за это горжусь. Это то, что это просто... За то, что это по физре, потому что физру я не сильно люблю, но я смогла отжаться целых 52 раза, и я собой за это горжусь, потому что, ну, это как бы... Вроде я установила рекорд среди четвертоклассов. Вот эту медаль я получила на своем первом республиканском конкурсе, когда я впервые в жизни поехала вообще на конкурс, на любой конкурс. Я первый раз поехала в Салават с коллективом. Мы там, получается, весь коллектив занял вроде 3-е место, а я заняла 2-е именно по сольной номинации. И я была, боже, так счастлива, потому что меня судила сама Алена Гуменная, которая участвовала в шоу-танце. Я была из-за этого счастлива, то что вот я сидела, я танцевала перед звездой, и мне было очень приятно, то что она дала мне 2-е место, хотя это тоже хорошо, потому что все же для первого раза это даже очень даже неплохо, мне кажется. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? У меня планы на ближайшее будущее съездить на какой-нибудь конкурс и занять там 1-е место, потому что охота. Здорово. Ну, я желаю тебе удачи, никогда не сдавайся. Пока. Пока. Элина фотогеничная и очень красиво фоткает. С Элиной очень весело, она поддержит любой разговор. Она помогает делать уроки. С ней прикольно гулять и общаться. Элина очень активная, она участвует во всех школьных мероприятиях. Элина одна из самых позитивных и жизнерадостных людей, которых я знаю. С Элиной легко общаться. Голосуйте за меня, потому что... Элина знает, чего хочет, она любит свое дело. Я уверен, она достигнет многого. Она достойна быть выше всех.